С точки зрения веры, этот мир сотворен Всевышним. Человек тоже сотворен Всевышним. Человек не приходит в этот мир в процессе каких-то случайностей, в результате какого-то стечения обстоятельств. Всякая жизнь, которая появляется, она появляется по воле Божией. И вот это является такой мыслью, которую верующий христианин проносит через всю свою жизнь. То есть он относится к жизни собственной и к жизни окружающих его людей, ближних, как к дару Творца. И когда мы говорим о убийстве или самоубийстве, между этими двумя грехами, а речь идет именно о грехе, есть очень большая разница. Часто задаются вопросом, почему грех убийства мы отпускаем, а самоубийства нет, ну, предположим. Но ведь ответ лежит на поверхности. Самоубийца, лишая себя жизни, совершая последним актом, последнего своего вздоха на этой земле, прежде чем его душа покинет тело, грех уже не имеет ни возможности, ни времени для покаяния. В то время как убийца может осознать, может покаяться, может попытаться загладить свою вину, конечно, вернуть жизнь он уже не сможет. Покаяние — это не просто какое-то эмоциональное переживание о том, что вот я совершил там какое-то преступление, ах, как я его совершил, и вот я каюсь. Нет, нет, отнюдь. Покаяние, оно более глубокое, это греческое слово «метания», из двух частей оно состоит, «мета» и «нус», изменение ума, изменение взгляда, если хотите, буквально переворот. Для того, чтобы приблизиться к Богу, для того, чтобы общаться с миром небесным, для того, чтобы стать наследником Царства Божия, в буквальном смысле должен произойти переворот в сознании. Вера делает человека необычным. Вера раскрывает перед человеком те горизонты и те возможности, которые, к сожалению, для неверующего человека закрыты. И когда мы говорим о самоубийстве, мы говорим о том, что человек под влиянием греха, а это, безусловно, грех, под влиянием греха в действие приходят, в движение приходят определенные силы души, в движение приходят страсти, которые побуждают человека отказаться от самого главного дара, который у него есть, от собственной жизни. И здесь мы сейчас не говорим о причинах, мотивах или еще чем-то. Речь совершенно не идет об этом, потому что жизнь является самым большим даром Творца. И вот отказаться от него, буквально бросить ее обратно, к сожалению, неверующий человек не понимает самого главного. В отличие от верующего человека, умереть невозможно. Верующий человек, приходя в этот мир, он прекрасно понимает, что обладает бессмертной душой. Для неверующего эта область закрыта. Он сталкивается постоянно с какими-то преградами, трудностями, которые нужно преодолевать. И вот вся жизнь — это как вот преодоление, постановка каких-то целей, достижение этих целей, вновь преодоление. И вот получается, извините за выражение, такой вульгарный образ такой белки в колесе, которая вот она вроде бы и бежит, вроде бы и какие-то действия происходят, а в конечном счете обесценивает человеческую деятельность. Трудился всю жизнь, вы посмотрите, у нас по всей Абхазии построены двухэтажные дома. Это же было нелегко сделать. Человек тратил все свои силы. И в конечном счете он не успевал насладиться жизнью. Его просто оттуда выносили. Вот это наше советское отношение к вещам, да, вот когда мы все прятали в эти серванты, хрусталь у всех. А когда человек доставал и пользовался им? На свой 50-летний юбилей на поминках. То есть это же проблема не просто прошлого, это проблема настоящего.
болезнь и смерть, страдания, они обесценивают человеческую жизнь. Зачастую неверующий человек задается вопросом, вполне имеющим право на существование: зачем, к чему, для чего я все это делаю? Когда человек сталкивается с проблемами, а он постоянно сталкивается с проблемами, бывает, что ему просто не хватает глотка свежего воздуха. Вот не оказывается рядом другого человека, который мог бы помочь. А он еще и неверующий, он не может помолиться. Оторванность от Творца есть оторванность от источника жизни. А сама жизнь, само бытие, сам космос, сама Вселенная нам не дадут сил, нам не дадут энергии. Вы знаете, что вообще в мире все движется к нулю. Где человеку черпать духовные силы для жизни? И, конечно, очень опрометчиво отказываться в таких условиях, отказываться от помощи, которую предлагает Церковь. Прежде всего, через Церковь предлагает наш Господь Иисус Христос. Потому что Он есть жизнь. Стрелы, которые летят в неверующего человека, они же летят и верующего. А верующий человек состоит из той же души, из того же тела, и ранить можно и тело верующего человека, и неверующего, и душевные муки, и страдания переживают они точно так же в равной степени. Но другой вопрос, почему один проходит это, казалось бы, без каких-то потерь, а другой вот он страдает. И 20 век, 21 век — это просто шквал, такой растущий ком, если говорить о суициде, по миру. Это не просто проблема там какой-то нашей страны или еще какой-то. Нужно сказать, что вера человека — это связь, это мост, соединяющий его с Богом. А для чего мы связываемся с Богом? Вот что нам это дает? Мы верим в Господа Иисуса Христа. И когда вы заходите в храмы, и когда мы встречаем христиан, мы видим нательные крестики, мы видим кресты на храмах, мы видим кресты на кладбищах, да, мы везде видим символ креста. Крест — это символ того, что смертью преодолен страх перед смертью. Смертью одного, смертью Христа. Эта вера, она объединяет всех христиан по всему миру. Эта вера наполняет человека той жизненной энергией, которая не является тварной. Я попытаюсь это объяснить, что такое нетварная энергия. Это энергия, источником которого является сам Творец, и для получения которой не нужно запускать динамо-машины, выстраивать какие-то особые отношения с другими людьми. Нетварная энергия — это энергия, которая содержит весь мир, благодаря которому существует весь мир. Это основная концептуальная часть нашей православной веры. Может быть, о которой, к сожалению, почему-то много не говорят, но это так. Человек верующий, он черпает свою духовную силу не в тварном мире, в нетварном. Эмоции, которые переживает верующий человек, они не обусловлены окружающей средой, как это у обычных людей, живущих, там, зарабатывающих себе на жизнь в поте лица, да, зачастую это так. Верующий человек поступает, его поступки, они мотивированы несколько иначе, не так, как у неверующего человека. Почему это происходит? Потому что мы твердо знаем, мы убеждены, мы верим в это. И 2000-летний опыт Церкви, и еще несколько тысячелетий Ветхого Завета говорят нам о том, что весь мир ждал, и 2000 лет назад пришел Господь, который взял на себя болезни, проклятие и смерть. 3 составляющие, которые вот нас постоянно преследуют в жизни, да, но которые стали результатом греха человека. В этой погоне за тем, что ребенок был сыт прежде всего,
за тем, чтобы он был одет и обут, и мало чем отличался от своих сверстников. Погоня за теми возможностями, чтобы у него появились возможности получить достойное образование, занять свою социальную нишу в обществе, безбедно или как-то хорошо прожить свою жизнь. И это, конечно, ну, вы родители, вы сами понимаете, это вот как чадо появилось, и оно никогда не перестанет быть ребенком в глазах родителей. Это вот пока глаза родителей открыты по отношению к детям, а затем по отношению к внукам и к следующему поколению, всегда будет эта забота. И она присутствует везде, и она естественна. Здесь нет ничего предосудительного, то, что это, с одной стороны, и инстинкт родительский, и с другой стороны, это и то, что в нашем обществе распространено такое особое отношение, да. Но почему при всем при этом, следуя вот этим безусловным и условным рефлексам, мы забываем о другой составляющей, о содержании человеческой души? Накрывая на стол своим детям, одевая их в новую одежду, оплачивая им поездки и оплачивая им учебу, не должен ли родитель задумываться о том, какого рода содержание, то есть наполнение души, ума и сердца у его чада? Что заботит ребенка? Как давно родители, которые полностью обеспечивают своих детей, общались с ними по душам, о том, что не в будущем, не в прошлом, то есть не об истории предков и не о том, что ждет впереди, а вот что сейчас, в данный конкретный момент интересует, заботит, пугает, привлекает их чад. Вот как часто это происходит? А душа, она, вы знаете, это же сосуд, он пустым не бывает, он чем-то наполняется. Что наполняет? Это сегодня очень распространены цифровые технологии, да, СМИ, вот источник информации самый разный, вот, мир окружающий, улица. Ну, значит, раз не родители, да, вот какие-то там 3-4 часа пройдет школьных, университетских, прочих занятий, и вот наполнением этого сосуда души ребенка занимается окружающая среда, а наполнение это оно не подвержено никакой регламентации, систематизации. Это просто какой-то процесс, какое-то броуновское движение, непонятно чего, почему, как. И вот у нас физически здоровые люди, хорошо одетые, обутые, часто знатоки иностранных языков, какие-то профессионалы в каких-то областях, совершенно несмысленные младенцы с точки зрения души. Совершенно несмысленные. Вот апостол Павел использует, когда к взрослым жителям малазийского города пишет письмо, взрослым уже людям, он использует такой термин: «Вы же младенцы в этой духовной пище». И это что получается? Это получается, что у нас нет брони, это получается, что мы обнажены. А как же так? Мы детей ведь одеваем, обуваем. Ну вот это формальный подход. Изнутри они остаются не просто ранимыми, более чем ранимыми, вот, если угодно, нервной оболочкой наружу. То есть, если человек формально, ну, скажем так, живет и мыслит, и движется, да, и мотивация у него в жизни тоже формальная, то есть, ну, формально какая? Успех жизненный, да? Вот жизненный успех – это вот приоритет во всех направлениях. Везде мне должен сопутствовать успех. Это находка для дьявола. Потому что вот с этой идеей тщеславия и гордыни потом можно плести любые узоры в любом направлении. И за все время существования человека мы его уже ничем не удивим. Новое мы ничего не явим. Вот как от этого избавиться? Как от этого освободиться? Как от этого выйти из этой власти? Когда вы приводите ребенка в церковь, самое первое – это крещение, в которое человек входит. И если это младенец, то обычно присутствуют родители. Да? Если это взрослый человек, мы уже как-то можем и без них обходиться. Но если это младенец, там присутствуют родители. И священник, он заставляет родителей крестных, повернувшись на запад, дунуть и плюнуть в адрес
отца лжи, то есть дьявола, и отказаться от него, от лица этого младенца. То есть подразумевается, что потом, когда ребенок будет расти, родители берут на себя ответственность, молиться о нем и подготавливать его к тому, что будет. Но самое главное уже положено. Сам ли крещаемый или его крестные родители, он отказывается от прародителя зла, отрекается от него. Если потом, в течение какого-то времени, дьявол берет власть над этим человеком, то это может происходить только по одной причине. Силы Всевышнего, вот он не пользуется благодатью, он не пользуется тем, что дает Творец. Суицид – это тема страдания. Согласитесь, это непростая тема. И здесь, как вы знаете, очень много копий сломано. И с точки зрения психиатрии, и с точки зрения психологии, социологии, чего угодно. Мы, верующие люди, знаем, что все проблемы в жизни человека, они движутся вокруг основополагающих таких точек, которые и для ребенка, и для взрослого человека помечены маркером. Они очень важны. Грех или беззаконие, вина за грех. Вот эти вещи, они очень серьезные в жизни каждого человека. Беззаконие, которое совершает человек, грех, который совершает человек, они не проходят для него даром. Невозможно заключить с совестью договор. И это не важно, как человек ведет себя внешне. Вот внешне люди, играя социальные роли, их это затягивает, и они начинают играть роль до самого конца, и уже не знаешь, где у него маска, где он сам. Все так прирастает, вот, достаточно Шекспиром познакомиться, чтобы это увидеть. Да? А вот если говорить о душе человека, ну вы в эпоху модерна, Оскар Уайльд в своем произведении «Портрет Дориана Грея» очень, по-моему, наглядно это показал. Человек совершает преступление, внешне остается неизменным, да, а вот портрет, который есть символ его души, он стареет, и черты порока ложатся на него. Вот портрет, который описывает Оскар, это душа человека. И каждый порок, каждая страсть, каждое преступление накладывает на нем отпечаток, что не может потом не воздействовать на его жизнь. Так не бывает, друзья мои. Человек не может совершать преступление и при этом оставаться внутренне чистым, непринужденным, как стеклышко. Грех накладывает отпечаток прежде всего на отношения с Богом, на отношения с ближним и на отношения к самому себе. А грех, он коверкает, он скребет и режет по-живому. Когда мы совершаем преступление, мы говорим, все так поступают. Когда мы совершаем преступление, мы ссылаемся на то, что это маленький грех по сравнению с какими-то большими. Когда человек совершает какой-то грех, он говорит, ну я же никого не убил. А то, что маленькое совершенное преступление запускает определенную цепь, которая может дальше вылиться, Боже упаси, во что, он даже не думает, не задумывается. К сожалению, вот то, о чем я сейчас говорю, выпало из дискурса, из мыслей, из представлений нашего общества. То есть, когда Господь говорит, человек верный в малом, он будет верен в большом, мы об этом забываем. Мы делим преступления на маленькие и большие. Что такое маленькое преступление? А мы называем это малым, исходя из одного. Действует такой закон самооправдания. Вот самооправдание – это самое яркое проявление человеческого эгоизма, человеческой гордыни. И мы так живем. Более того, к ужасу христиан мы с детства учим детей этому. Как мы друг друга, вот посмотрите в наше время, как мы друг друга подбадриваем, когда пытаемся к чему-то приобщить. Мы говорим, что скажут остальные, какой ужас.
То есть вопрос заключается не во мне и моем отношении к делу, а о том, как его кто-то оценит. И ладно бы, если речь идет о том, как оценит Творец, потому что оценка Творца, она всегда беспристрастна. Нет, мы ищем вот этих вот какого-то отношения таких же лицемеров, как и мы сами. Это тоже выпало из дискурса нашего. Мы теперь на этом нравственность строим. Вот к чему это все приводит? Это все приводит к всплеску грехов в нашей жизни. И то, что мы потом называем суицидом, наркоманией, пьянством, блудом или еще чем-то, это следствие. Не нужно бороться со следствием. Церковь все века призывает бороться не с последствиями, а вот с корнем зла. Корень зла, он вот здесь хранится. Как говорит Господь в Евангелии, из сердца человека исходят злые помыслы. Прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности, любодеяние, блуд, воровство, убийство. Где это все зарождается? Среди людей это зарождается внутри человека. Человек, совершая преступление, сразу становится на дорогу самооправдания. И что происходит? Один раз я согрешил. Почему я грешу второй раз? Я знаю, что я виноват? Да. Я оправдал себя? Да. Я извратил свою душу. Я совершаю второе преступление. Ничего меня не удерживает. И ужас заключается в том, что чувство вины подвигает нас совершать грех. Самооправдание – это когда вы берете ведро и из своего душевного колодца постоянно черпаете. В конечном счете вы вычерпаете из себя все. Человек, который оправдал себя во всех своих действиях, это наш идеал. Я прав или права во всем. Что бы я ни говорил или говорила, что бы я ни делал или не делала, я прав. Правда же? Он же такой идеал. Вот это и есть прямая дорога к смерти. Вот это и есть та спичка, которая поджигает сухой хворост, погасить который уже никаких сил нет. Самоубийство, оно из этой категории. Когда человек оправдывает себя в тех или иных делах, он не знает самого главного. Когда мы смотрим на крест, мы смотрим на символ своего оправдания. Нам не нужно заниматься самооправданием. Нам не нужно тратить свои силы, нам не нужно тратить свою энергию. Для верующего христианина источником энергии является Христос. Источником жизни является Христос. Богом и человеком, который освобождает нас от вины, является Христос. Христианину не нужно самооправдываться. Христос оправдал человека. Христос взял вину за все человеческие преступления, которые были, которые есть на момент распятия и которые будут, мы же с вами живем после, на себя. Поэтому Он называется последней жертвой. Общение свойственно в чем заключается? Грехи человека на себя берет Бог, а жизнь и благодать Бог дает человеку. Вот это свойство общения с Богом отсутствует у неверующего, но присутствует у верующего. В чем вы хотите меня обвинить, если я знаю, что я грешник? И наоборот, неверующий человек, человек, подверженный ударам гордыни, никогда не скажет «я грешен». А это прямая дорога к самоубийству. Потому что когда ты всегда занимаешься самооправданием, в конечном счете заканчивается источник, из которого можно себя обелять. Он заканчивается. Твоих жизненных сил не хватает. Ты истощен или истощена. Все, ты совершенно открыт для ударов извне. Христиане физические силы тратят так, как и все остальные. Тоже устают, тоже нуждаются в еде, тоже болеют, тоже происходит. Все то же самое, да? Но душевные, духовные силы
так не растрачиваются.